Добрый вечер, доброе утро, доброй ночи, дорогие друзья, уважаемые зрители. В зависимости от того времени суток, когда вы увидели эту программу, когда смогли к нам присоединиться. Сегодня у меня в гостях человек, который достаточно известен в Беларуси. Но кому он не известен, я вкратце вас сейчас представлю его. Рыгор Андреевич Кастусёў нарадзіўся 17 красавіка ў 1957 годзе у вёскі Цяхцін Бялынінскага района Магілёўскай вобласці. Беларускі палітычны і грамадскі дзеяч, намеснік старшыні партыі БНФ. Закончыўшы цяхцінскую пасля службы ў войску і вучобы ў беларускай сельскагаспадарчай акадэміі вярнуўся на працу ў родную гаспадарку ў якасці загадчыка майстэрні, а затым галоўнага інжынера. У 2010 годзе высунуты партыяй БНФ кандыдатам на пасаду прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Прыняў удзел у прэзідэнцкіх выбарах у Беларусі ў 2010 годзе, але не перамог. Паспеў апрэчыць вынікі выбараў у ЦВК. Так, Рыгор Андреевич, добрый день. Добрый день. Вельмі прыемна вас бачыць. І, калі ласка, дазвольце размаўляць мне па-расійску з вами. Калі ласка. Я разумею расійскую мову. Так. Можа, магчыма, і нават я у гэта веру, што я буду недалёкай будучыні размаўляць таксама па-беларуску, так як вы, але мне яшчэ цяжка гэта рабіць. Я вельмі саромлюся. Я дапамагу вам асвоіць беларускую мову. Вельмі добра. Итак, первый вопрос мы решили. Вы разговариваете на каком языке? На белорусском. Вельми цудово. Второй вопрос. Есть ли вопросы, которые вам задавать нельзя? Ну, здаецца, такого нема. То есть мы можем обсуждать любые тонкости и любые пытания. И любые пытания. Ясно. Ну, тогда начнем с самых последних подей. Все равно, видите, хочется сказать, все равно вот язык просится на белорусскую мову. С последних событий в вашей жизни это недавние выборы в Палату представителей. Я следил за вашими движениями, за вашими действиями. Очень они были активные, бурные, и по вашим расследованиям, вы даже расследования какие-то проводили, было понятно, что очень нечисто сработали на этих выборах представители нашей власти, да? Скажите, пожалуйста, а вы там писали какие-то бумаги, какие-то жалобы, какие-то протесты, что-то вам ответили в положительной форме, в смысле того, что кого-то наказали, или то, что подтвердилось, то, что вы видели, или то, что подтверждали люди? Вот извините за такой длинный вопрос, но... В установчей форме ни одного отказа не было у мою адресу, а по некоторых фактах, наадварот, улады спрабавалі зрабіць вінаватага мяне, хоць я нічога не парушаў, а наадварот заўважаў гэтае парушэнне і хацеў указаць, што такія парушэнні рабіць нельга. Выводы отсюда какие? Ну, ведаеце, калі я... И вы же знали, что такие будут ответы. Зачем вам это надо? Калі я збіраўся вылучацца на гэты раз кандыдатам у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў, я разумеў, што нягледзячы на маю вядомасць на маёй акрузе, бо у маё акругу выходзіць мой родны раён, дзе я нарадзіўся. Той раён, дзе я зараз пражываю, і тая мясцовасць, дзе я адпрацаваў і пражыў не адзін год. І да гэтай пары жыву. Але сведамленне назначыло такое, што ўсё роўна вынікі выбараў будуць падтасаваны, і мы загадзя ведалі, каго ўжо ўлады унеслі ў спіс патэнцыяльных дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў. Моя задача, якую я ставіў сабе, заключалась у тым, што я павінен быў паказаць людзям і беларускаму грамадству, і сусветнай супольнасці тыя парушэнні, якія адбываюцца ў час выбарчай кампаніі, дзеля таго, каб сусветная супольнасць гэтыя выборы не признала. Общество признало выборы или нет? Ну, беларускае грамадства вот пасля тых выбораў, наколькі я магу сустракацца з людзьмі
і ўдаецца мне з людзьмі сустракацца, усе гэтыя выбары, як кажуць, крыюць матам, наколькі это магчыма выражацца словесна. І Остальной мир, общество, европейский мир признал? не, Європа і Злучені Штати Америки і інші країни світу, демократичні країни світу, вибори не признали, окремя країн СНД. СНД. Вот прозвучало у вас такое слово порушение, то есть нарушение, да? Значит, есть уголовная ответственность за подтасовку? Згодна беларускага законодаўства, тыя людзі, якія дапусцілі падтасоўку вынікаў выбараў, павінны несці крымінальную адказнасць. Ага. А срок давности есть по этой отказности? Нема. Вы хотите сказать сегодня, вот мы хотим обратиться к тем людям, которые участвуют председателями комиссии выборчей, да? Ну, все, которые рыло в пуху, скажем так, будем говорить, называть слова, вещи своими именами. То есть, а когда власть, а ведь мы все знаем историю, кто немножко знаком, что рано или поздно, как все хорошее заканчивается, так и все плохое заканчивается, правильно? То есть, когда придет власть, демократическая, настоящая власть, той, которой уже все больше и больше говорят сведомые белорусы, этих людей можно будет привлечь к ответственности? Вот я, колькі змог, імкнуўся удзельнічаць у розных выбарчых кампаніях, і ў мясцовых выбарах, і ў парламенцкіх, і ў прэзідэнцкіх выбарах. І што я рабіў у час гэтых кампаній? Я заўсёды стараўся, імкнуўся захаваць дакументы, якія сведчылі аб фактах парушэння беларускага заканадаўства. Ага, а ў дакументах есть фаміліі? Так, ёсць прозвішчы, ёсць імёны, і ёсць канкрэтныя факты, што гэтыя людзі зрабілі. Вот, ну, напрыклад, я вам прывяду яшчэ такі прыклад нават з далёкага 2008 года. Калі вот майму сябру Петру Степановичу Мігурскаму, як сябру акруговай камісіі, Шклоўскай акруговай камісіі, прыйшлося у знак пратэсту выйсці з гэтай камісіі у час падліку галасоў. Ён забраў 2 пратаколы участковых камісіяў, якія былі падпісаны усімі сябрамі камісіяў, але графы там былі не запоўнены, колькі за каго прагаласавала. Гэтыя пратаколы пабачылі не толькі грамадзяне Беларусі у незалежных сродках масавай інфармацыі, это пабачылі і грамадзяне еўрапейскіх краінаў, іншых краінаў свету, пабачылі назіральнікі АБСЕ, ну і побачили ўсе тыя, хто прымаў рашэнне по признанию або непризнанию этих выборов. Григорий Андреевич, ну, с одной стороны, это звучит, конечно, очень смешно, потому что все знают, что российские войска стоят на Донбассе, да, в Луганске, а ВОС и ныне там. И они продолжают там стоять. А вы говорите о каких-то выборах, о каких-то списках. Неужели вы думаете, что вот эти люди, которые на сегодняшний день зависят от работы, от того места, где они работают, они назначаются председателем комиссии, она понимает, что сейчас стать в позу и стать против власти нет смысла, потому что она завтра окажется на улице. И завтра это, который будет новый у нас президент, да, и вы предоставите списки всех, кто нарушал закон, они скажут, а что нам было делать? Так какое было время? Скажите, сколько людей на вашем опыте, вы знаете, кто бы пошел против и сказал, это все нечестно, я снимаю с себя обязанности председателя или наблюдателя? Были такие выпадки, их не шмат. Але ж, ведаете, вот коли так думать, як сказали вы, тады... Я не так думаю, так есть. Ну, я ж не кажу, что вы так думаете, як вы сказали, то, ну, где-то є межа, каб мы не дошли зноўку до 1937 года. Калі зноўку хто-то прымаў незаконнае рашэнне, людзей расстрэльвалі як ворагаў народа. Таму для мяне гэта вот страшныя такія заключэнні, што ну, вот я не мог, таму што я там працую, адмовіцца, я там не мог зрабіць, таму што на мяне ўлады ціснулі, там, або на маіх дзяцей ціснулі, або на маіх блізкіх. Такім чынам нам дайсці до 37 года, вярнуцца ў 37 год вельмі лёгка. Ну, мне кажется, времена все-таки другие. Сейчас уже общество не то, не дадут. Смотрите, вот пример с Пальчисом. Если бы это было 2 года назад, он бы сидел.
Так, пакуль што грамадству удаецца. То есть в лучшую сторону меняется ситуация? Я б не сказаў, што так сітуацыя размянілася ў лепшую сторону, што і няма пагрозы таго, што мы можам вярнуцца ў 37 год. Это можа адбыцца вельмі проста. Ніхто не думаў, напрыклад, 1991 годзе пра ГКЧП. Вот уявіце, што калі б ГКЧП перамагло, што было б у Саюзе? І зараз у незалежнай Беларусі цалкам верагодна, што можа адбыцца такое. Конечно, зараз больш складана ўладам это зрабіць, але вот як я назіраю, мы потихоньку туды імкнёмся у 37 год вернуться. Не дай бог. Не дай бог. Тогда ваш рецепт. Что нужно делать? Змагацца, адстойваць. Як змагацца? Вось таким чынам. Вы змагаетесь. И что? Вынікі якія? Ну, пакуль што, слава Богу, Беларусь не вярнулася ў 37 год. І вот тыя факты, што вы сказалі пра Пальчыса, пра іншыя захады, калі ўсё ж такі удаецца адбіць людзей, ну, яны ёсць. Але мы ж у той час бачым, што тых людзей, хто ішоў на плошчу стаяць за Пальчыса, са сцягамі, з плакатамі, яны пацярпелі ўсё роўна. Можа быць, гэта штрафы, гэта можа быць... Ну, штрафы на $1500. Так, не так шмат в параўнанні з 37 годам, але ну, штрафы, а дзе ж людзям грошы ўзяць? Адкуль чалавеку ўзяць столькі грошы, коли человек $1500. Вот к тому, а почему нельзя человеку выйти и выявить свое мнение, что он против того, что вот судят, или поддержать? Почему у нас вот это нужно было подавать заранее, пикеты вот эти, да? И где уверенность, что разрешили бы этот пикет? Или сразу люди знают, что не разрешат? Это ведь не пример такой, знаете, на Европу. Сейчас мы работаем на Европу, чтобы спасти Пальчиса. Вот ваша мысль. Первое, ведь наши обыватели простые думают, что это такая показушная акция. Могу смело сказать, что белорусские улады однозначно таких пикетов бы не дозволили. И если бы... Коли бы люди подали заявку на этот пикет, потому что по термину час разгляда, час принятия решения там Мінгарвиконкамом, то уже и суд мог бы и случиться. Да, уже суд отбудется, уже человека посадили, и ну, після того, коли уже посадили, тогда уже и протестовать нема чого. Тому такі речі треба робити вельми оперативно, у той час, коли це все відбувається, і каб яны мели становчі наступствы. А казать уже вчерашним днем, ну, это уже не варто. Ну, тогда простой вывод. Пальчис и те, которые вы поддержали, в данном случае выиграли? Ну, не зусім атрымалася то, што хацелі гэтыя людзі дамагчыся. Ўсё ж такі Пальчыса асудзілі, хоць яго з залы суда адпусцілі, але ж усё роўна он не сел. Ну да, у якой-то ступені гэта перамога, але это ну, не поўная перамога, ўсё ж такі улады показалі свой не кажется ли вам, что вот это такой реверанс в сторону Европы, что его не посадили? Можна по-рознаму разглядаць, або гэта реверанс у бок Европы, або гэта паказаць сваё фэ у бок усходу. Ведаеце, дакладна вядома, это вельмі вузкаму колу людзей. Што яны хацелі зрабіць? Нам простым это непонятно. Мы можем только догадываться. Так, мы только можем здогадываться. Пейте кофе. Григорий Андреевич, очень много сейчас всплывает опять вопросов о таком законе, как тунеядство. Вроде казалось, он уже, вот эта вот вся шумиха вокруг него стихла. Есть ли среди ваших знакомых, вообще, что вы скажете по поводу самого этого законопроекта, и есть ли среди ваших знакомых, кто все-таки платит вот эту дань государству, а может есть те, которые не попадают под этот закон, но еще ни разу не заплатили. Вообще, как система это должна работать? Я что-то не понимаю. Ведаеце, наконт гэтага закону об дармоедстве, как называют. Дармоедство, да. Даже оно красивее звучит, чем на русском языке. Так, я этот закон называю таким добрым, емким белорусским словом «дурнота».
от беларускія улады зрабілі дурноту і зараз самі не ведаюць, як з гэтай дурноты выйсці прыгожа. То есть задний ход, нету задней передачи. Так, пакуль што яны не ведаюць, што рабіць. Чаму? Ну что-то делают. Вот вы ловіце мою думку, бо затраты на выкананне гэтага закону аб дармаедстве яны будуць пераўзыходзіць зборы згодна гэтага закону. Разумеете? Ну да, это же надо подумать, что любой законопроект нужно нанять людей, платить людям зарплату, которые будут изыскивать от этих дармоедов, ловить их. Ну, ведаеце, вот вы яшчэ задалі пытанне, ці ведаюць тых людзей, хто ўжо мог папасці пад гэта. Ну, перед вами сядзіць адзін ужо з тых людзей, это я. А вы разве не пенсионер? Не, я еще не пенсионер. Извините. Ну, мне казалось, я вас так давно знаю, про вас так много знаю, что мне казалось, что вы уже живете давно. На мінулым тыдні я атрымаў са Шклоўскай падатковай інспекцыі пісьмо аб тым, каб я прадастаўіў дакументы, што я падпадаю пад льготы згодна гэта заканадаўства. Пришли документы и мне, и моему сыну. Так, если мне не изменяет память, ваш сын не находится на территории? Так, сын в 2015 году еще научался у докторантуры у Гданьску, это Польша. А я с этими документами, с этими письмами сходил в податковую инспекцию. Я туда предоставил свои документы, або копии документов, что я предоставлял на выборчую кампанию, у округовую комиссию в этом году. Но мне такой отказ поступил, что их эти документы мои задовольняют. То есть вы дармоед ці ні? Нет, я не дармоед. Почему? Потому что я працую у питерской фирме, и я там оформленный, там все добавляются процедуры, згодно российское законодательство, платят за меня податки и так далее. Так, ну, значит, вы не работаете на территории Беларуси? И я большую колькость часу бываю у разъездах и не нахожусь на территории Беларуси. Но все равно вы дармоед для Беларуси. Вы же пользуетесь социальными услугами? Ну, ведаеце, в поликлинику обращаетесь? Ну, слава Богу, апошнія гады уже не ходил, Бог миловал. Але ж кожны громадянин, які живець або проездом знаходится на территории Беларуси, ён ідзе у магазин. Ён, напрыклад, заправляе машину бензином, так? Гэты чалавек, купляючы прадукты харчавання, або тавары, або атрымліваючы паслугі, ён, аплочваючы гэтыя паслугі або тавары, у той же час аплочвае або выплочвае і шматлікія падаткі. Падыходныя налогі. Падаткі, розныя падаткі. Ну, напрыклад, калі ўзяць буханку хлеба, так? То у буханцы хлеба дзесьці каля паловы это кошт материалов, это кошт этой буханки. А каля половины цены это уже податки, якія идут у державную казну. Но государство не считает это податком. Годно белорусское обеспечить работой государство не может. А оплатить нужно. Здесь где логика? К чему это? Тут, вот это? Я ж кажу, это дурнота. Тут логики ніякай нема. И, ведаеце, ставить человека у положения, что человек повинен оправдываться перед уладами, что он не порушальник закона, дурноты этой, ну, это вот подумать и в страшном сне не может присниться. Вот я, Григорий Андреевич, к чему подвожу? К тому, что если бы в Европе, даже в Литве, в Латвии, вот наших соседей, более-менее вот такой закон какой-то появился, уже на завтра утром тысячи, десятки тысяч людей были бы на улице. Так, какой закон нужно в Беларуси выпустить, чтобы белорус вышел выявить свое несогласие с государством? До какой степени? Или это проверяют народ ну, не хочется оскорбить, конечно, наших соотечественников. Да, но это, вы знаете... Ведаеце, это вельми складанное питание, и я бы вот, ну, не выказываўся так катэгарычна, што вот беларускі народ працярпеўся або не працярпеўся. Ведаеце, усё трэба рабіць высновы ў параўнанні з іншымі перыядамі. Мы памятаем усе з вами, калі пачынаючы з 90-х гадоў сярэдні заробак беларусаў быў і $50, і $100. І паступова за гэтыя гады у якой-то ступені адбывалася павышэнне ўзроўню жыцця грамадзян Беларусі. Ну,
Может быть, у кого-то горш, у кого-то лепш, але все ж таки рост адбываўся. І не до того узроўню, например, как европейские краины, Польша, например, далеко не до того. Далеко, даже сравнивать не надо. Конечно. Але все ж таки прирост был. І ніколи у час паляпшэння жыцця ніколі людзі не будуць выходзіць на плошчу ў знак пратэста супраць якіх-то разовых падзеяў. Беларусы выйдуць на плошчу, могуць выйсці на плошчу, і яшчэ раз паўторюся, выйдуць на плошчу. І да гэтага ўжо фактары ёсць. Тады, калі ўзровень жыцця панізіцца да эннага, вельмі кепскага ўзроўню, ну, напрыклад, да ўзроўню 90-х гадоў, калі людзі ўсё-таки выходзілі на плошчу. Белорусы много у вас знакомых, которых уже живут от зарплаты до зарплаты и не доживают. А это не приближение к этому времени, периоду? Это і дзесь приближение, але, як кажуць, накопление критичной массы еще не отбылось. А не потому ли, что те, которые вот к этому подходят к этой критическому вот этому порогу, они просто уезжают из страны? Вот за этот год, 16-й год, больше 18 тысяч эмигрировало. Так. Слово эмигрировало, так. Я думаю, вам не надо объяснять. Так, нет, не треба. Они не вернутся сюда. Так, згоден з вами, что есть и этот фактор. А за последние 5 лет сколько? Если мы берем 20 тысяч в год, то... Сам президент сказал, что за последние 10 лет 30% населения Беларуси уехало из страны навсегда. Так. И уехали не самые худшие. Самое худшее. Конечно, играет великую роль и это фактор, что лепшие люди, больше активные люди, больше молодые люди, працаздольные. Кому выходить тогда, скажите? Езжают. Не выйдя бабка звездки. Останутся пенсионеры и студенты. Зараз вот, студент не выйдет, потому что выгонят с общежития. Я хочу вас вернуть вашу увагу на то, что в Беларуси... Я не призываю, чтобы выходили, ни в коем случае, нет. Но если мы говорим от этой критичной массы. Ну, белорусские улады пакуль што трымаюць, кажуць, руку на пульсе. Так? Вот, зверніце увагу, узровень жыцця у сельских регионах и, например, узровень жыцця у Минску, они адрозніваюцца вельмі значна. Ну, Россия и Москва – это два разных государства. Згоден. То же самое и здесь, далеко не надо ходить. Такие критерии закладываются и в заробках, и в Беларуси. Узровень заробков в столице, областных городах значно больше, чем узровень заробков у сельских регионах. Тому что улады разумеют, что все ж таки магчымасці Мінска большие для ціску на улады, чем магчымасці, ну, например, взять Круглое, Бялынічы, або, например, Краснополе, або іншы район. И вот в этом плане яны гуляюць сабе на плюс. Все ж таки Мінск по ўзроўню жыцця трымаецца на даволі высокім узроўні. А калі ўзяць сельскія рэгіёны, то там уже ўзровень жыцця апусціўся, кажуць, ніжэй плінтуса. А ў сярэднім па Беларусі тэмпература нармалёвая. Нормалёва. Так. Ну, конечно, в этом плане, может быть, и запудривают мозги народу таким примером, как, смешно, конечно, это было слышать и слушать, два оппозиционера, наконец-то, за всю жизнь прошли в Думу, да, в Палату представителей. И столько помпезности, столько такого вот, в кавычках, воодушевления, что, ну, все, сдвинулось с мертвой точки. Считаете ли вы, что что-то сдвинулось или что-то сдвинется с мертвой точки благодаря тому, что как раз не мужчины прошли? Конечно, я ведаю и одного депутата, докладе, и одну женщину, и другую. Лепш я ведаю Анісім. И после выборчей кампании я її повіншував з перемогою. И в той же час я їй виказав і спочування, бо перед ёй стоит вельмі нелегкая задача. Я ведаю ее позицию. Позиция это пробелорусская, продемократичная. Человек, разумея ситуацию, докладно разумея ситуацию, что зараз отбывается в Беларуси. Але что такое два демократичных депутаты на 110 человек?
Какие никакой вопрос не смогут решить, и никакой законопроект провести не смогут, Не только змогут. потому, что они будут в меньшинстве. Конечно, конечно. Ну, але я кажу так, што ёсць два чалавекі, трэба карыстаць момант, карыстаць іхнія магчымасці і дапамагаць ім штосьці, хаця бы штосьці зрабіць. Бо перад імі і перад намі усімі стаіць больш высокая задача. Это не толькі ўзровень жыцця насельніцтва, это галоўная задача, это захаванне незалежнасці нашай краіны. Вот за гэта вот у гэтым накірунку я лічу, што яны і павінны працаваць у першую чаргу. Вы считаете, что независимости Беларуси угрожает кто-то? Ёсць такая Назовите пагроза. их имена. Ну, мы добра ўсе разумеем, хто нам прапаноўваў ужо ўвайсці ў склад іншай дзяржавы у составе 6 абласцей або паўднёва-заходняга краю, дакладней паўночна-заходняга краю. Такія прызывы паступалі з Кремля, з Москвы. І там гэтыя думкі яшчэ вельмі моцныя. І калі для іх будуць больш спрыяльныя умовы, я думаю, што гэтыя спрыяльныя умовы яны скарыстаюць. Как вы считаете, русская весна угрожает незалежности Беларуси? Вот я у звязку з вашым пытаннем успомніў 2012 год, калі мы, дакладней я ў складзе дэлегацыі Беларускага народнага фронту быў у Киеве. Мы сустракались з даволі вядомымі на той момант палітыкамі, у тым ліку і з былым паслом Рэспублікі Украіны ў Рэспубліцы Беларусь Роман Бяссмертны. І я памятаю добра, што мы тады абмяркоўвалі і тады яшчэ не даволі, можа быць, ну, такое падрыхтаванае пытанне аб Крыме. Бо ўсё ж такі ўжо чуткі з Москвы, з Кремля наконт Крыма пачыналі даходзіць і в Беларусі, і ў Украіну. І ведаеце, на той момант у нас у дэлегацыі з Беларусі была занепакоенасць за Крым большая, чым у украінскіх палітыкаў. Яны тады нават уявіць не маглі у 2012 годзе, што праз 2 гады, магчыма, адбудзецца тое, што адбылося. На жаль. І вот у звязку з гэтым, што я хочу сказаць, што калі чалавек займаецца палітыкай, і палітыкай на вельмі высокім узроўні, такі чалавек павінен глядзець на 5, на 10, а то можа і на больш гадоў наперад. І вот вы задалі мне пытанне пра незалежнасць Беларусі. Ці ёсць такая пагроза? Я кажу, што ёсць такая пагроза. І калі складуцца умовы для Кремля спрыяльныя, Кремль абавязкова гэтымі умовамі скарыстаецца. Хто бы мог падумаць, ну давайте возьмем 5 год тому назад, такие слова, як Витебская народная республика, Могилевская народная республика, Ну, нет, конечно. Гомельская народная республика. Такие уже размовы у России идут. Вот про такие. Это провокация. Стоп. Что такое провокация, коли такие выказывания допуская? Ну, в истории никогда не было Витебской республики. Не было. И, и Донецкой республики не было. Это чисто воды провокация разобщить народ. Понимаете? Ведаете? Потому что, если брать, тогда давайте возьмем Витебск. Почему Витебская, Могилевская, да, в первую очередь звучит? Потом, если сравнивать сейчас Луганск, да, и Донецк, это пророссийские территории, граница с Россией, которые более русифицированы, да? Не берем же Запад. Почему не назвали Гродненская республика? Почему не назвали Брестская республика? Я вам откажу на ваше питание. Вот колькі год тому назад, калі падзеі крымскія пачаліся, было часу, як Крым перададзен Украіне. Было 60 год. А ці ведаеце, у якіх годах Могилёв быў вернуты Беларусі со складу Российской Федерации? Не памятаю. У 1924 году. Пасля 1917 года была створена Белорусская Народная Республика. Так. Тут побыли... С белорусским червоно-белым флагом. Да, Белорусская Народная Республика. Тады з тэрыторыі, з боку Москвы пачаўся наступ чырвоных войскаў. Войскі дайшлі до Смоленска.
У Смоленску быў праведзены першы з'езд саветаў і першы з'езд камуністаў Беларусі. І 1 студзеня 1919 года была абвешчана Беларуская Савецкая Республика со столицей у Смоленска. 1 студзеня 1919 года. І у бальшавікоў з'явілася легітымнае права на атрыманне ўлады і заваяванне цалкам усёй тэрыторыі Беларусі. Калі ўжо стваралася Беларуская Савецкая Сталістычная Рэспубліка пасля ўжо шматлікіх падзеяў, тут перамоваў з палякамі, падзелу Беларусі паміж палякамі і Расіяй, была створана Беларуская Савецкая Рэспубліка, куды ўваходзіла толькі 7 паветаў. Заходняя Беларусь дайшла да палякаў, а тэрыторыя Гомельшчыны, Віцебшчыны і Магілёўшчыны дайшла да Расіі. І толькі ўжо ў 1924 годзе Беларусі быў вернуты Магілёў і Віцебск, а ў 1927 годзе быў вернуты Гомель. Смоленск, на жаль, так і застаўся у складзе Российской Федерации. Ваш намек мне понятен по поводу Витебской и Могилевской области. У звязку з гэтым ужо ў России ідуць размовы. Раз Могилев и Гомель и Витебск были вернуты 90 год назад, 92 годы были вернуты Беларуси, то чаму б іх не вернуць назад, як праз 60 годов был вернут Крым. В этом плане здесь вот таких помощников деятелей пророссийских, но в белорусском гражданстве очень много. Не только в Беларуси. Коли такие заявы робятся на уровне высокопоставленных чиновников Российской Федерации, ну, например, наместника старшини Держдумы Российской Федерации. Это не просто там какие-то Ванька с улицы прошел и сказал такие слова. Это наместник старшини Держдумы. Ну, например, Жириновский. Або іншие. Ну, Жириновский, он же там не без мозгов, это же клоун. Что думаете, неужели вы думаете, что серьезно... Вы, как хочете его называете, серьезно к нему кто-то относится? Человек занимает такую посаду. И я ведаю докладно, когда он выказывается вот таким чином, то вот это его выказывание маюць значную поддержку и сярод насельніцтва. На жаль. Но это еще раз показывает уровень и процент психически ненормальных людей. Вот это же легко выйти. Кто голосует за Жириновского? Ну, сразу клиники надо открывать. Ну, мне тяжко судить, кто... И доктор не нужен. Там главным директором ставить Жириновского, и пусть они живут в своей сфере, там, в своем мирку. Мне тяжко судить, кто за его голосует, але на прошлых выборах он набрал довольно высокие уровни. Я вас умоляю. Так как и действующая партия Единороссы, вы что, не видели те вбросы? Такая же, как и у нас была. Ну, поэтому вбросьте там столько-то процентов за Жириновского. Но я не думаю, что... Хотя интернет показывает, что, конечно, ватников и... Ой... Не хочу ругаться, но таких людей очень много в России. Но в России-то и население побольше. Ну, конечно, побольше. Если в семье из 4, 5, 10 человек в семье не без урода, то в этой семье не без уродцев, это понятно. Вот. Ну, але такие речи назираются. Я не хочу казать агулом поливать брудом весь российский народ, потому что там у меня много сябров. А мы не говорим про весь. Да, у меня там много и родней, и близких. Але, на жаль, есть такие. Есть. Хорошо. Как вы думаете, такой гипотетический сценарий, если это случится, выйдут ли белорусы защищать свою незалежность? Выйдут. Что-то пауза, такая была уже пауза. Але выйдут не шмат. Вот с того, что я зауважаю сярод белорусского чиновенства, многие белорусские чиновники готовы хоть сегодня, ну, в крайнем выпадку завтра, змяніць сцяг у сваім кабінеце з беларускага, з чырвона-зялёнага на трохкаляровы. То есть у нас сейчас чиновники сидят на чиновничных местах предателей? Ну, во всяком разе, большиня из іх уже готовы. Вот калі им поступить команда, хлопцы, здымаем этот стяг, вешаем это, здымаем портрет Лукашенки и вешаем портрет Путина. Как так Лукашенко завтра допустил, что такие чиновники сидят? Такие чиновники. Ну, как он допустил? У него же самая сильная охрана. Чекисты работают, не зря свой хлеб едят. Зря едут хлеб. Зря, да? Зря едут это свой хлеб. И самое страшное, что сярод силовых структураў таксама шмат таких людей, якія за
большую зарплату, а ў параўнанні з Расійскай Неужели Федэрацыяй проблема только в этом? Каб смачно есть и жить у счастья, і ў гэтым, треба красти, і ў красти, гэтым, красти. і ў гэтым. А где, как не в Российской Федерации, чиновник имеет такое право на воровство, да? І ў іх і заробак вышэй, і магчымасці красці вышэй. Таму вот гэтыя магчымасці перабольшваюць пачуццё грамадзяніна Беларусі, пачуццё и готовность отстаивать ее незалежность. Тогда по этому поводу такой вопрос. Вот буквально на днях в Украине чиновники предоставили декларации электронные. Ну, то, что увидели простой народ, это, конечно, многих снесло крышу. Ладно, мы сейчас вернемся. Как вы думаете, а не помешало ли бы нам знать доходы наших чиновников? Как вы думаете? Ну, мне кажется, что, конечно, сильно будет отличаться, но на ваших глазах, вы уже давно в политике, как у нас обогащаются люди? Ведаеце, у любой дэмакратычнай краіне грамадзяне краіны маюць права ведаць узровень жыцця чыноўніка або чалавека, які кіруе імі. Або то прэзідэнт, а то прэм'ер-міністр, ці канцлер, ці чыноўнік меншага. Имеют право. Имеюць права, і там заўсёды такія дадзеныя размяшчаюцца ў СМИ. Значит, Украина идет, несмотря ни на что, идет все-таки, ну, со скрипом, с пробуксовкой, но все-таки идет. Это же не просто так они взяли. Это же, я так думаю, что это желание не чиновников было, конечно, эту декларацию. Конечно. Сейчас они очень жалеют об этом. Конечно. И сейчас европейские представители приедут разбираться, что куда ушли деньги МВФ, да? Ведаеце, вот про то, что вы мне сказали, да, я бачу такую одну з карикатур, где есть Порошенко и есть Обама, президент Злучених Штатів Америки. И Обама каже Порошенку: послухай, у меня прибыток за минулый год только $600 тысяч, а у тебя несколько сотен миллионов прибыток. И ты приехал у меня просить гроши для Украины. Так. Выглядає смешно. Ну, это не смешно, это, я бы сказал, наглость, Наглость. несусветная. Наглость. И сегодня волонтеры в Украине собирают последние деньги на операцию по всему интернету, а эти люди сидят в Верховной Раде, они говорят, что да, мы помогаем, но по сравнению с тем, что они помогают, и люди отдают последнее, то это издевательство. По-моему, нужно на недельку вернуться половине армии в Киев и на вилы взять этих демократов. Ну, я думаю, что украинцы разберутся с такими думаю, фактами. И уже, по-моему, начали разбираться. Там самое главное, вот вы сказали, что чиновники были вымушены предоставить декларации, там уже працуе закон. Законодавство украинское. И здаецца мне, что не все яны показали. Конечно, может быть, они не все. Але ж яны чиновники обязаны выконывать. Да, так еще ж там не только свое, а данные по жена и детей. Слушайте, по некоторым декларациям получается, что сами по себе депутаты, чиновники совсем недалекие люди, более умные жены и дети. Может, надо им уступить место в парламенте? Может, они лучше для страны заработали? Потому что жены богаче, а дети вообще сумасшедшие деньги. 24 года, а у него миллионы долларов. Да, просто в свой час, когда еще законодавство было недосконало, это украинские чиновники имкнулись переписать маёмость на своих родных и близких. А тут законодавство изменилось, и приходится показывать и то, что есть у детей, то, что есть у женок. А вот калі было б такое законодавство и в Беларуси, то и мы бы доведались, чим володає той або інший чиновник у Беларуси. И скажите, мы бы сильно удивились. Нас есть чему удивить? Есть докладно. И вот зразумела, что сегодня мы эти цифры агучваць не можем, потому что этой лічбы, ну, это будут не зусім проверенные факты, и мы не маем подтверждения документальных. Да, это будет голословность, и это даже наказуемо. Да. Так. Но есть же такие дрозды. Где поют дрозды? Есть дрозды, есть такие дрозды. Скажите, откуда там такие? Есть такие дроздовцы и в Могилевской области. Есть у людей сродки. Нават по тих фактах, по яких были заведены криминальные справы по Могилевской области, с силовиками Беларуси, только по тих фактах уже можно казать про то, что стварались многие предприятия коррупционным шляхом.
даже простой пример. Вот приходит депутаты, чиновники, да, пусть у него зарплата будет, наверное, он имеет на это право, есть штатное расписание, чтобы у него зарплата была $1000. Да пусть 2, да? Как можно за 2 года, давайте умножим на 2 года, там 20 тысяч или там 40, построить особняки по $500 000. И я ж кажу. Объясните, мне математика высшая здесь не нужна. У Дроздах до $1,5 миллиона. Это учитывая, что он же еще и машину приобретает, отдыхает, и живет, и шубу надо купить. І ще наймає людей, які там прибирають його дом, домработниця. Ну, конечно, такой дом одному некогда. Кухарка. І вони вельми пристойно проживають, звісно. І я б хотів би навчитися так жити. Как бы люди сказали, як так можна працювати. Григорий Андреевич, завтра вы попадаете в команду или становитесь президентом, или попадаете в команду нового президента. Скажите, пожалуйста, ваше предложение по вот этим чиновникам, по всем тем, кто за время правления на теплом месте в окружении действующего президента. Есть срок давности по этим преступлениям или нет? Конечно. Есть смысл разбираться и наказать? Вот эти чиновники, как они вообще себя чувствуют? Или они думают, что они избегут вот это наказание? Конечно, я не хочу казать огулом про всех, что вот я там злочинцы или коррупционеры. Нет, мы говорим про тех, кто явно видно. Але про тих, хто я явно... тоже знаю честных и порядочных людей. Про кого буде явно видно, то однозначно эти люди повинны понести отказность. Криминальную, хотя бы моральную отказность. А морально это значит надо забрать то, что... Забрать. И ведаете, что я кажу, что вот когда этот человек пойдет уже на пенсию, то ему... Пользу детдомом. Пусть этот дом огромнейший, да, там 300 или 400 квадратных метров, пусть это будет сиротом. Так. І перевести його на звичайну пенсію, тую пенсію, яку отримують прості робочі, прості громадяни нашої країни, там 2-3 мільйони. От тоді, може бути, чиновники, які прийдуть на їх місце, будуть розуміти, що все ж таки, коли він буде порушати законодавство, він буде нести відказність. Може бути, тяжко буде доказати у суді, але моральну відказність він повинен нести, хоча б мінімум моральну відказність. Вот, видите, даже свет нам загорелся, даже Господь нас услышал, свет загорелся, и Он согласен с нашими словами. Вот. Я не из зависти это говорю, да, по мне они хоть пусть в туалет летают на самолете, да, в собственном личном доме. Не в этом дело. Но просто на этом фоне, когда в интернете больным деткам собирают в стране деньги, жить на таком уровне, я считаю, что это моральное преступление. И за него тоже нужно отвечать. Ну, коли человек своим розумом, своими навыками заработал эти гроши, ну, это его право. Ну, например, стоп. Вот теперь стоп. Будучи на государственной работе, он не имеет права заниматься бизнесом. Нет, я не кажу про чиновников, потому что есть разные люди. Нет, я говорю про чиновников, потому что мне сейчас никакие доводы, то есть откат это не взятка, это не интеллектуальное. Так, бизнесом не має права займатися не тільки ён, не мають права займатися бізнесом і його близькі, родні. У папа Баян. Ну, зрозуміло, откуль. Вот. То, что, так вот, как раз люди, которые у нас высокоинтеллектуальные, не дураки, им не получается заработать таких денег в этой стране. Ну, на жаль. Я вам сразу говорю, что они за $500 000, даже за 50 тысяч не могут себе позволить купить ни дом, ни квартиру и так далее. Эти люди рано или поздно вынуждены. Это хорошо, что сейчас IT-ресурсы, IT-направление у нас развивается, они компьютерщики, а остальные, они уезжают. И компьютерщики съезжаются. Я ведаю многие приклади, що люди з'їхали України і Європи, за вельми короткий термін обжились, побудували себе доми і можуть заробити собі пристойний заробок і дозволити собі пристойне життя. І перевезли свої сім'ї. Це нормальна з'ява. Але тут, у Білорусі, ну, самое страшное, что его могли позбавить лицензии на какую-то працу, а то могли бы посадить. Но вот президент с вами не согласен. Он сказал, что в Беларуси только лентяй не может достойно жить. Ну, это его недавние слова, в этом году он сказал. Я розные от его слова чув.
В какой-то ступені можна сказати, що да. Коли чоловік щось робить, то на хліб він себе заробить. Але казати тільки про хліб і про воду. Мы говорим о достойной жизни. Да, коли казати тільки про хліб і про воду. Что в вашем смысле есть достойная жизнь? Достойне життя. Белоруса. Мы не говорим про европейца. Вот. И является ли Беларусь Европой? Не только территориально. Для мене Білорусь є Європою. Территориально? І Или- територіально, і по місцю розположення. Ну, если сравнить жизнь европейцев и Ну, вот белорусов. давайте мы вернемся у 90-е годы, або початок, у конец 80-х годов. Вот. Вы, может быть, памятаете, когда белорусы массово ехали в Польшу и везли в Польшу Ну, подождите. А вы помните, самые... как поляки ехали в Беларусь? Стоп, спочатку давайте возьмем это, когда белорусы везли туда, так? Тогда были возможности и у поляков проехать в Беларусь. Это были какие года? Конец 80-х. Конец 80-х, початок 90-х годов. И наши белорусы еще с поляков смеялись, что туда везли и шакеры, и косы, Не. и грабли. Было их это? Везли? Было. Но до этого поляки приезжали в Беларусь и торговали шмотками, мылом, там всем на свете, самое дешевое. Помните, поляки приезжали? Но это уже можно после. Нет. Вот видите, это как раз было до этого. Но поляки пошли по пути интеграции. Они отказались от советского прошлого. Вот это как раз вот были 83, 84, 85, когда развалился коммунистический строй в Польше, и поляки выбрали путь европейский. Да, очень плохо жилось. И они приезжали в Беларусь торговать всем. И белорусы тогда смеялись. Белорусы смеялись. А вот о том времени, о котором вы говорите, уже поляки с нас смеялись. Потому что они стиснули зубы и 5 лет работали и шли по этому пути интеграции в европейское направление. И они через 5 лет почувствовали разницу. И уже в конце 80-х, в начало 90-х уже поляки, белорусы поехали в Польшу работать, подзарабатывать и продавать все. И везли туда товары. Да, Так. все. везли. А начиная от лампочки, заканчивая цветными телевизорами. Помните? Вот это? Памятаю. Так с кого смеяться? Так вот, Подождите. так я про что хочу сказать, что вот наприкінці 80-х годов, когда система советская разваливалась, коммунистическая система разваливалась, стартовые возможности в Беларуси были лепшие, чем у Польши. Были на уровне Чехии, Словакии. И хоча завжди навіть були лепші, ніж у країнах Прибалтики. Литва, Латвія, Естонія. Пройшло, скільки год пройшло? 20 з лишнім, по 30 год. І що ми маємо зараз? А поляки смогли через 5-7 лет изменить все. А прошло у нас 30 лет. А сколько прошло надо 30 еще? Пусть 2 раза у нас больше, чтобы это, 3. Но это еще может и 50 лет идти. Мы не интегрируемся, мы стоим на месте. Ми не стоїмо, ми падаємо. Еще, Ми лучше. зараз падаємо. Еще лучше. Даже не откатываемся, а падаем. Ми зараз падаємо ще униз, ми зараз падаємо у пропасть. І от це не тільки про заробки, по уровню життя. Коли це брати ще нашу економіку, от, візьміть МАЗ, МТЗ, інші буйні заводи. І вони все, м'яко кажучи, Тянут туда, в пропасть эту. вони таким опинулись місце, що вони вже наверх без великих инвестиций, без великих реформ они просто не выберутся. Туда инвестировать. Но опять же в трубу инвестиций. Надо закрывать и делать новое предприятие на этом фоне. Или модернизировать. Мы уже говорили на эту тему с Зенковичем. Он сказал, всех выгнать. Ну, я бачив його цю передачу вашу, я бачив його. Я і чув считаю, його, что чув это його. кандалы на ногах. Это 30 тысяч человек практически работает. Это же иждивенцы. Видите, є різні підходи. Так? Я не завжди згоден з такими категоричними підходами, що от взяти, закрити, выкинуть людей на улицу. А знаете почему? Потому что 20 лет была возможность решить этот вопрос. Была. Так я говорю, надо или брать, на полгода брать, выплачивать людям пособие и модернизировать, пригласить инвестора, но
Григорий Андреевич, вы знаете, как у нас получается с инвесторами? Через 2 года их выгоняют, Я ведаю, и деньги, я ведаю, вложенные я в ведаю. белорусскую экономику, вылетают только в трубу. Я з вами цілком згоден, так? Никто не хочет инвестировать. Сейчас же Лукашенко поехал с протянутой рукой, уже Картеру, уже Саудовской Аравии готов продавать дождь со снегом. Ну что это, не смешно? Самое страшное, вот глядите, у зв'язку з тим, я з вами згоден, що да, у Білорусь інвестиції не йдуть. І не прийдуть у ближайший час. Потому что все, кто хотел, и все, кто мог, уже попробовали этого хлеба. Ну и давайте зробимо так, що... Кроме китайцев. Ну хорошо, зачинили ми МТЗ на сьогоднішній день. Так, І в Білорусі ніяких інвестицій нема. подождите, а что, разве МТЗ инвестируется? Или только Зараз государство. Зараз укладуть державні інвестиції. Так я говорю, так это же не экономически выгодное решение. Згоден. Ну, давайте... Они же не вкладываются, а изымаются с экономики, чтобы заплатить. Я з вами згоден цілком. Так. Я цілком з вами згоден. От, ви уловили мою думку. Чому я противник таких категоричных подходов, что вот зачинить. Видите, у свой час, в 17 году у Российской империи мы это уже проходили. Вы видите слово интернационала. Весь мир насилием мы разрушим до основания, а затем мы наш новый мир построим. Кто был никем, кто был никем, тот ставит всем. Да. Ну, разрушили до основания. За 90 год так ничего нового толкового не построили. Григорий Андреевич, еще раз вам говорю, 20 годов было, чтобы построить что-то другое и перевести людей с одного цеха в другой. Вячеслав, я же не говорю выгнать сейчас. Я с вами... Время было перестроиться. Сколько этого времени надо? Это как плохому ученику дают решать задачу, и он говорит, еще 5 минут. Не, ну еще 5 минут. Но если мозгов нет, то и полдня не хватит. Ну, коли, вот, звичайно, что робят батьки, коли их дитё древно учится в школе. Або набирают, у школе, приглашают або в школе слабый наставник. Что робят батьки? Этого репетитора берут. О, і вони шукають доброго викладчика. Или меняют школу. Або міняють школу. Лучше, конечно, поменять учителя. Да, або платять добрі гроші репетитору, які вчать їх дитятка рихтують для поступлення в вищу навчальну установу. Григорий Андреевич, у нас же столько советников при президенте. И не дрянных, мабуть. Дрянных. На сьогоднішній день дрянных. Это вам так кажется. И мне так кажется. Я це ведаю, тому що я, починаючи з 90-х років, я вельми уважливо відсочую усе, ну, може бути, усе, це дуже сказано, многие документы, многие программы реформування. І що хочу сказати, що є доволі цікаві пропанови по реформуванню, по розвиттю многих галин творчості. Но самое страшное, что чиновники пишут эти программы и их сами ж не виконують. Вот в чем наша беда. Так вот, хочу вернуться знову до репетитора. Коли наставник не може навчити нашого дитяті, так, то, може бути, нам варто наняти від культа чоловіка, яким змог би нас навчити, нашого дитяті. Таких репетиторів шмат и белорусов задержали. Зачем нанимать? Просто нужно сделать честные выборы. И прийти к новой команде с новой кровью, так, с новыми мозгами. И вернуть этих разумных людей, які з'їхали з Беларусі. Я думаю, что только так вот но для меня, например, ну, завод МТЗ – это не только завод, это ще й тренд белорусский. Так? Я з вами згоден, що держава не повинна у кого-то гроші збирати і платити за продукцію неякісну этому заводу, підтримуючи його, ну і платячи таким самим бездельникам. Держава повинна проявити політичну волю, влада повинна проявити політичну волю, зробити так, щоб цей завод сам працював на себе. Не будем людей называть бездельниками, они-то честно работают. И если бы у них были другие возможности, они бы и так же честно выполняли бы и другие функции на этом заводе. Они же не виноваты, они же болтики. Куда их крутят, там они и будут работать. Поколі не терпять этих наставників і не можуть наняти добрих репетиторів, не хочуть наняти. Ну, що ж робити? Вони будуть кепськими учнями. Що зараз ми маємо? Все, с МТЗ наконец-то мы вырашили. Но вы не ответили мне на вопрос. Что бы вы сделали завтра с этими МТЗ и МАЗом, если бы? Ну, от такого бути не може, що сьогодні чоловік прийшов до влади,
а ўжо заўтра гэты МТЗ ўжо зачынены. Нет, я не говорю, что надо завтра его зачинить. Что бы вы предложили? Сколько времени на это должно уйти? Ведаеце, у мяне ў свой час была сустрэча з Меркель. Это кіраўнік. Ну, не рассказывайте мне, кто такая Ведаеце, Меркель. ну, можа, гледачі не все будуць ведаць. Наши глядачи все ведают, что такое Меркель. У той час, калі ў Варшаве праходзіў саміт, еўрапейскі саміт, наша дэлегацыя беларуская сустракалася з Меркель. І ведаеце, у час размовы, калі дайшла чарга да мяне выказаць свае меркаванні, падзяліцца сваімі меркаваннямі з Меркель, я выказаў такое меркаванне, што для Беларусі неабходен план Маршала для Беларусі. У свой час пасля вайны, Другой сусветнай вайны, для Германії быў распрацаваны план Маршала, і эканоміка Германії атрымала такі інтэнсіўны штуршок, і мы бачым, што зараз адбываецца з Германіяй. І ведаеце, што у якой-то ступені Меркель, нават не у якой-то ступені, а Меркель цалкам пагадзілась. Ну, я сказаў, што план Маршала 2, а яна мне зрабіла заўвагу. Ну, план Маршала 2 ўжо можа быць пазнавата для Беларусі. План Маршала 2 ўжо існуе для Грэцыі. Якраз у той час у Грэцыі адбываліся такія вот не зусім прыгожыя рэчы, і еўрапейскі звяз дапамагаў вельмі інтэнсіўна Грэцыі. А вот ужо для Беларусі цалкам з вами згодна трэба распрацоўваць план Маршала 3. Вось з гэтага трэба было пачынаць. Я размаўляў з многімі палітыкамі еўрапейскімі, з іншымі і з тымі палітыкамі беларускімі, якія зараз за межамі Беларусі. І все адназначна выказваюцца пра тое, што калі б на пачатку 90-х гадоў вось такі план у Беларусі быў, то не было бы прэзідэнта Лукашэнкі. Не было б той ситуации в Беларуси, якая зараз... Это же не кино, отмотать не можем. Что не есть, можем, то есть. не можем. Но может быть, не поэтому ли, я вас перебью, потому что я сразу с ваших слов сделал вывод, не поэтому ли европейское сообщество начинает работу с Лукашенко, потому что нашей оппозиции как таковой нету, и она ничего практически не делает для того, чтобы сменить в лучшую сторону ситуацию. Поэтому подумали, ну что ж, будем лучше работать с представителем, хоть какие-то будут перемены. Видите, вот нельзя сказать, что вот оппозиции нема, оппозиция ничего не робит, так? Вот я уже вам сказал про мои сустрэчы, так, и таких сустрэчаў адбываецца шмат. Ну, для мяне гэта я лічу шмат. Калі я сустракаюся з прэзідэнтам Літвы і з кіраўніком Польшы, або там з рознымі кіраўнікамі Польшы, я регулярно бываю в амбасадах, замежных амбасадах у Беларусі. Вот недавно был в амбасаде Злучаных Штатаў Америки, амбасаде Германии. И ведаеце, вот мне частенько задаюць пытанне, вот як і вы, палітыкі еўрапейскага маштабу, вот як нам зараз быць у той сітуацыі, якая зараз складаецца вакол Беларусі, вакол Украіны, вакол той сітуацыі, што адбываецца зараз ва ўсходняй Еўропе. У звязку з Крымам, з Донбасам, з Луганскам, з чаго мы пачыналі. І я заўсёды адказваю, што для мяне больш важным пытаннем было, ёсць і застаецца пытанне незалежнасці. Я готов, як кажуць, придавіць свае амбіцыі, придавіць, як кажуць, стаць сабе ногой на сваё горло, только дзеля таго, каб захаваць то, што мы маем де-факто незалежную Беларусь. Мы маем яе де-юра, прызнаную ва ўсім свеце. Калі мы згубім гэта, то тады не трэба будзе ні БНФ, Беларускі народны фронт, тады не трэба будуць ні одна іншая. Лукашенко сказал, что никому не отдаст незалежность. У нас очень сильная армия, у нас очень сильная охрана президента и так далее, и так далее, и так далее. И он сказал, что косьми ляжа, и сказал, что Беларусь косьми ляжа. И он за всех отказал. Я уже вам на початку сказал, что ни один, ну, может быть, за редким выключением, чиновник белорусский не станет оборонять со зброей в руках
режим Олександра Лукашенки. А народ вийде обороняти не режим, а вийде обороняти країну. От ті люди, які зараз являються патріотами незалежності Білорусі, от ці люди вийдуть обороняти. Сколько процентов Беларуси являются патриотом Беларуси? И не кажется ли вам, что после некоторых событий в Украине 2014 года их стало больше? На жаль, по моїх прикидках, по моїх подліках, готові вийти зі зброєю у руках від 8 до 10% населення Білорусі, дорослого населення Білорусі. Вы являетесь в этом? Я з'являюсь. Я давно сказав, що я готов узначалити партизанський отряд на території Білорусі. Ну, слава Богу, я ще вмію тримати зброю в руках, з'являюсь офіцером запасу. И доволі высокий уровень моей подготовки. Могу водить и танк, и боевую машину пехоты, и что-то еще. Понятно. Мне кажется, что Европа не допустит второго Донбасса и Крыма на Беларуси. Але, як кажуть, треба тримати порох в пороховниці сухий. Ну, вот это Лукашенко умеет. Вот что нужно отдать должное, с армией вроде как бы более-менее... Это так складывается ураження. Я ведаю настрої сирот высокого офицерства. Хотите сказать, что среди офицеров белорусской армии есть и, скажем так, противники режима действующего президента? Скажем по-другому, есть патриоты Беларуси, которые больше склоняются в сторону бело-красно-белого флага и погони? Є такі, але, на жаль, більшіня високопоставлених чиновників і в силових структурах, і чиновників у адміністраціях областей, районів, я вже на самому початку казав, готові хоч завтра поміняти білоруський стяг на інший стяг, портрет Лукашенка на інший портрет, коли будуть їм дані гарантії на більш високий уровень життя, на більш високий уровень заробків Тут і так далі. Я вам скажу, нет. І саме страшне, от коли взяти, наприклад, воєнкомати усходніх областей нашої країни, Гомель, Могилев, Витебск, то многие супрацовники военкоматов уже до сёння готовы принять такое решение и его выполнить. Но это очень громкое заявление. Я был бы осторожен в таких оценках. Я, коли кажу так смело, то я грунтуюсь на каких-то очень хотелось бы, чтобы так не было, на самом деле. Вот здесь очень хочется с вами не согласиться, только потому что вы меня как-то вот удивили в этом плане. Хотя я согласен, что такие люди есть, и их немало. Но когда вы говорите, что это в структурах даже военных есть, то это очень опасно. Это враг, это с такими друзьями и врагов не надо. А у нас, уважаемые друзья, небольшой перерыв на кофе. Егор Андреевич, такой вопрос. Вот вы, сколько я вас помню, сколько я за вами наблюдаю, являетесь ярым критиком действующей власти, оппозиционером, но, если память не изменяет, в какое-то время вы шли короткий промежуток времени в одном направлении с Александром Григорьевичем и плечом к плечу шли. Что случилось? Ну, в моей биографии есть такие факты, и я добре пам'ятаю той час, коли мы с ним познайомились. Это был 1988 год. Я тогда якраз у той год приймав... Это еще далеко до выборов вообще, да, это еще Советский Союз был? Да, Советский Союз еще был. Я приймав тогда господарку, становився директором Совгаса, а Олександр Лукашенко був директором Совгаса уже ровно год. І Олександр Лукашенко, як директор Совгаса «Городець», пропагандував орендний подряд у сільській господарці. Я скажу, що я був прихильник таких нових форм роботи у сільській господарці, які повинні були давати виник, і вони були і зав'язані на виник. А у 1989 році, коли Олександр Лукашенко вилучався у якості кандидата у депутати Верховного Совета Советского Союза по Могилевской округе, я підтримав його. То есть вы на тот момент все, что предлагал Лукашенко, с тем были согласны? Ну, конечно, может быть, не зовсім на 100%, але той накерунок, який він вибрав, який він пропагандував, я його підтримав. І я його підтримав
Таму што гэта былі прагрэсіўныя прапановы па зменах укладу жыцця на сяле, па іншых накірунках. І ў 89-м годзе ён нават быў у мяне ў гаспадарцы. У мяне ў гаспадарцы в Белынскім раёне быў куставы сход, ён прыязджаў, і мы з ім сустракались. І у мяне ў гаспадарцы, я памятаю, на той час, у дзень выбараў, за яго прагаласавала 76% выбаршчыкаў. Пасля, калі я ўжо лёсам апынуўся у Шклове, я памятаю, гэта быў 1992 год. В какой момент между вами пробежала черная кошка? Зараз, у 92 годзе ён нават, калі ён сустрэўся, я выпадкова з ім сустрэўся, я не навязваўся, ён пазнаў мяне і нават прапаноўваў пасаду намесніка дырэктара ў гарадцы. Там не былі праблемы з жыллём у Шклове, як звычайна пераязджаеш, абяцаюць адно, атрымоўваецца другое. Але я ўжо паціхоньку станавіўся на іншы бок, таму што ўжо Савецкі Саюз разваліўся. Я быў прыхільнікам незалежнасці Беларусі, а Лукашенко... Вы не шкадуеце, што Савецкі Саюз разваліўся? Я не шкадую, што Савецкі Саюз разваліўся. І слава Богу, што ён разваліўся. І я лічу, што тым людзям, якія развалілі Савецкі Саюз, з цягам часу Поставіць помнік. Чаму? Таму што гэтыя людзі не дапусцілі кровапраліцця. Вот то, што адбылося, напрыклад, у Сербіі, калі за захаванне Югаславіі, югаслаўскія рэспублікі, Сербія, Харватыя, іншыя рэспублікі ваявалі паміж сабой і загінула шмат людзей, вот на слава Богу, у Саюзе гэтага не адбылося. Про черную кошку. Так, і вот калі Лукашенко ўжо заняў пазіцыю адраджэння Савецкага Саюза, зразумела, што нашыя погляды былі розныя. І, нельга казаць, што прабегла чорная кошка, таму што ён ўжо быў дэпутатам Верховнага Савета Беларусі, я быў, працаваў галоўным механікам, а тады ў 95-м годзе мне ўжо даручылі камунальную службу Шклоўскага раёна. Это быў, мабыць, адзіны выпадак, калі апазіцыянера павысілі па службе. Відаць, адзіны выпадак у Беларусі. А потом пошли... А пасля 6 год маёй працы, больш чым 6 гадоў маёй працы, мяне пасля выбару 2001 года, калі я патрымаў Домаша, Ганчарка, мяне з работы звольнілі. Наше время, к сожалению, подходит к концу, но я хочу сказать нашим зрителям, что мы будем встречаться именно вот с Григорием Андреевичем не один раз, потому что это одни из людей в Беларуси, которые нам будут интересны и которые для наших зрителей будут проливать свет на тот или иной вопрос в жизни Беларуси и за ее пределами. Поэтому мы сейчас попытаемся вам задать несколько вопросов, на которые вы хотели получить более такой короткий ответ, такой блиц-опрос, и уже, скажем так, будем ждать нашей следующей встречи. Вот, к примеру, неделю назад в Украине демонтировали последний памятник Ленину. Ваше отношение к этой исторической личности и ваше отношение к тем памятникам, которые у нас стоят Ленину? Вот что такое для нас Ленин, так? В молодости, у школе для нас Ленина уявляли як что такое святое. Вообще громадян Советского Союза. Да. Начиная от октябрянского значка, да. Заканчивая комсомолом коммунистической партии. Але калі я даведаўся ўсю праўду і пра самого Ленина, і пра яго сям'ю, і пра яго дзейнасць, то я зараз уяўляю Ленина як зло. А зло павінна быць спынена. Скольким людям революция принесла счастье? Ведаеце, вот мы бывае, калі з жонкай размаўляем пра рэвалюцыю, так? Я вам сейчас просто хочу задать вопрос наших зрителей. Так. Я с вами полностью согласен, но ведь есть люди, которые говорят, я знал таких людей, я читал их биографии, которые было написано: если бы не революция, я бы навсегда остался батраком, пастухом, рабочим, там, я не знаю, никогда бы не стал там чиновником, комиссаром, офицером, и так далее, так далее, так далее. Жизнь очень у многих круто поменялась. Круто. Вот кто был никем, тот стал всем сразу.
Я выступаю за то, каб любая краіна давала роўныя магчымасці для кожнага чалавека. І ацэнка чалавека павінна заключацца па яго здольнасці працаваць, па яго розуму, Ну, не идея, По его здольности не идея творить. ли это Ленина была? Якби теоретично, може бути, ця ідея виглядала пригожа. Але на практиці ми тримали ГУЛАГ, ми тримали війну 41-го года, коли вступали до Москвы и учились воевать. Мы тримали то, что загинуло 20 с лишним миллионов советских громадян. Мы отримали то, что за 90 год советская влада не смогла накормить советский народ. Григорий Андреевич, я вас правильно понял, что вы Ленина ставите на одну полочку с Гитлером, Сталиным Так. и всем тем злом, которое человечество познало? Значит, вывод я кажу по завжди тем так, памятникам, которые стоят в Беларуси. Коли чоловік допустив невинно убиенного хотя бы одного человека, этот человек допустил зло. И зло повинно быть покарано. Тому я выступаю за то, чтобы эти помники были снесены. В Беларуси. И в Беларуси тем лику. Недавно в этом году установили памятник чекистам возле КГБ, да, Могилевского. Ведаю. Скажите, пожалуйста, ваше отношение вообще к памятникам чекистов, учитывая, что прошлое, это если чекистам мы берем советское, да, прошлое. Вы опять же вот сказали сейчас, если убил одного человека, это зло, а если мы говорим о истории чекистов вообще советских, то это же, если мы взять 30-е, 40-е годы, это миллион. Благодаря чекистам. Руками чекистов уничтожают людей. А разве можно ставить? Это вообще морально нормально в нашей стране? Это же памятник не поставлен не в советское время, он поставлен сейчас. Что это такое? Ведаеце, што вот калі разваліўся Савецкі Саюз, я спадзяваўся і чакаў, што і камуністы, і сіловыя структуры у выглядзе КДБ, чекісты, зробяць пакаянне перад савецкім народам. Перад беларусамі, перад украінцамі, перад расіянамі. На жаль, гэтага пакаяння не адбылося. І тое, што з'явіўся помнік чекістам, якія знішчалі людзей, а знішчалі не толькі 30-е гады, знішчалі і 40-е, 50-е. 20-е. Так. Я лічу, што гэта здзек перад тымі людзьмі, каго знішчылі. От чаму б гэтыя сродкі не накіраваць на помнік тым, хто загінуў? Вот на сённяшні дзень у кар'еры каля мясакамбіната або побач з кар'ерам знаходзіцца паросенькі крыжык, які паставілі грамадзяне у памяць аб тых людзях, якіх гэтыя чекісты згубілі там. І уявіце, там стаіць простенькі крыжык і такі прыгожы помнік, матэрыяльна каштоўнасць вельмі высокая, вялікія грошы там патрачаны. Гэты помнік тым людзям або нашчадкам тых людзей, якія знішчалі гэтых людзей. І ведаеце, вот звярніце увагу, памятаеце, у савецкія часы была такая ідэалогія сямейнай дынастыі. Дынастыя механізатараў, дынастыя даярак, дынастыя токараў. На фабриках, заводах это было вообще. Так вот, были династии, семейные династии, были чекистов. Да, про актеров то говорили, про механизаторов говорили, про доярок говорили, а про чекистов уже никто не говорил. И однозначно, что на сегодня у КДБ уже кируют силовыми структурами унуки, а может быть правнуки тех, кто расстреливал людей в 30-е годы, 40-е. Ну, почему бы нет? Это недавно было. Да, есть и новые люди. Зразумела, что яны ніколі не признают фактов террора, каб не заплямить своих. А не является ли это экстремизмом? Непризнание коммунистической партии, партии, уничтожающей свой народ? Можно назвать так. Это можно назвать... Немцы же признали. Вот немцы покаялись. И покаялись. И попросили. И сегодня это уголовно наказуемо. Так. Восхваление Гитлера. Так, они покаялись. Чем отличается Ленин и Сталин? А ничем. Вот для меня вот то, что фашисты знищали, например, белорусов, так, я разумею, это был ворог. Это был ворог, мы змагалися супроти його. У меня в голове укладывается война с ворогом. Но война своей улады со своим народом у меня в мозгах не укладывается. Что это была за улада, яка знищала тих людей, самих працаздольних, самих адукованих, тих людей, які могли дати для країни користь, найбільшу користь. А їх селян в Сибір ссилали, кого-то ставили к стенці.
Ну і ми маємо то, що маємо. Ми до 90-х годов, до початку 90-х годов ми не могли накормить свой народ. Люди голодали. Ну и про третий памятник. Ну, нельзя сказать, что это памятник. На днях у нас открылся мост новый, очень красивый, в плане настолько удобный по сравнению с тем, который, конечно, стоял, он современный. И советскую символику заменили на герб Могилева. И также такие красивые львы стоят. Почему-то вот мост открыли, а львы в целлофане. Вот почему до сих пор львы в целлофане? То есть у нас народ не заслуживает любоваться львами. И еще я историю услышал, оказывается, там висела табличка 3 деятелей, благодаря которым стоят эти львы-красавцы. Один из них это Цумарев, председатель горосполкома, да? Так, и, естественно, табличка авторов должна стоять, кто придумал этих львов. Ну, это же классика, это, по-моему, везде. Так. Метро построил такой-то, да, или там архитектор такой-то, там дом такой-то. Почему пропала эта табличка? Ну, я так само ведаю про этот факт, что табличка была, где было прозвище Цумарова і інших людей, які приклали свої руки до створення того, ну, я називаю це, може, шедевр. Ну, для Могилева це шедевр. Да. Звичайно, во всем свете принято так, что указывается прозвище тих, хто автор этого помника або скульптури. Ну, это скульптор, або хто робив проєкт, но ні в яким разі не чиновника, не прозвище чиновника. Я ведаю такі факти, наприклад, по Шклову. От каля Дому культури у Шклові стоїть помник Олейникову, відомому актеру, артисту, який народився в Краю і прийшов у люди. Так. Да. І що цікаво, я зауважив, побач з прозвищами авторів цього помника стоїть і прозвище старшині, теперішнього старшині райвиконкома. И до этой поры это прозвище там есть. Это очень хочется быть приближенным. Так, да. Сам же ничего в этом плане не умею. Ему захотелось, как это прозвище увековечить. Он же не понимает, что он выполняет свои обязанности, даже что это, если он это сделал. Так. Он за это получает деньги. И кто такий? Он еще не побыл 4 года, он приехал з Брешина, 4 года побыл, он з'їхав. Для його у Шклові завтра вже забили. Чому, от саме цікаве питання ваше, чому прозвище була табличка, і чому та табличка зникла? А я ведаю, чому, і можу вам відказати. Так. І чому льви до цієї пори у поліетилені. Так. Скрите від очей жихарів Могилева. А ми це хутко бачимо. Я міркую, що мост буде урочисто чинятися. На урочистості хоче за все, що буде Олександр Лукашенко. І тому Цумаров не ризикнув, каб Лукашенко побачив його прізвище на цій табличці, як автора ідеї за державные або народные гроши, за бюджетные. То есть она может потом вернуться, эта табличка? Она може ще вернеться. Но на сьогоднішній момент? Але хоче за все, що Цумаров не ризикне. І, видать, хтось з адміністрації йому підказав, що ну, ти, дядька, ризикуєш і головою, і владою, і так далі. Вот Олейникову, помню, отчиняли таким с меньшим помпезностью. Да, с меньшей помпезностью. Ну, а вот мост, видать, будут очинять с великой высокой помпезностью, тому старшиня горвиконкома и не ризикнул засветиться вот в таким не совсем добрым плане. Вот буквально на днях сообщение о том, что заикнулись в Минфине России, что в этом году не получится Чечне перечислить на содержание республики тех денег, на которые рассчитывал Рамзан Кадыров, на что Рамзан Кадыров сказал, что я не согласен. И тут же Путин сказал найти эти средства. И шутки пошли такие в интернете, что Россия продолжает дань платить. То есть в свое время 300 лет платили, потом долго 300 лет не платили, и сейчас с 2000 года после чеченских войн все-таки это как дань. Но не кажется ли вам, что таким же способом Россия платит дань Беларуси? І, видите, я трошку розглядаю ось чтобы не метнулся Александр Григорьевич в сторону Европы. Ті кредити для Білорусі з боку Кремля, вони з'являються, хоча за все не данью. Подождите, есть, кроме кредитов, есть же и помощь. Финансовое вливание. Там, где-то розница по нафте, по газу. Вот, каб зрозуміти мою думку, так, я хочу звернути вашу увагу на те, що коли Лукашенко прийшов до влади, то державний долг Білорусі рівнявся 0,0.
за 20 з лишнім гадоў правлення на сённяшні дзень дзяржаўны долг Беларусі, агульны долг Беларусі ўжо, по-моему, пад 40 мільярдаў. У тым ліку дзяржаўны долг где-то 15 мільярдаў. Так? Григорий Андреевич, але вы забываетеся, што калі прыйшоў Лукашенко, не было лядовых, не было дажынак, не было такіх гарадоў файных, вёсак, забораў за счет і многа чаго не было. Ну, можна сказаць, да гэтых вёсак, да ўсяго да гэтага можна па-рознаму ставіцца, так, што але яно, калі яно ёсць на зямлі, то яно ёсць. Ну, так? ладно, свой мысль закончится. Да, Может, але я не понял, если вы закончите. Але я хочу сказаць, што вот гэтыя крэдыты з Кремля для Беларусі, яны згулялі больш на шкоду, чым на карысць. Як бы знешне выглядае, што халяўскія грошы прыйшлі ў Беларусі, мы штосьці пабудавалі, мы штосьці зрабілі, но мы не ведаем, колькі з іх этой грошы раскралі. Але ж гэтыя грошы прыйдзецца Беларусі. Нет, ну людям-то тоже что-то дошло. Что-то дошло. Те же самые Витебский базар там. Але ж ніхто ж не думае, што гэтыя грошы трэба аддаваць. Дань не отдают. Отдаюсь, так, Мы отдавали тем, что дружили, и Александр Григорьевич всегда говорил, мы это наши братья, и для многих это братья, но вот даже тот поступок с флагом на Паралимпийских игр можно какие-то дивиденды обнулить. Раз, вот миллиард мы вам должны, но мы же вышли с флагом, давайте обнулим этот миллиард. Вот памятаете, мы на початку размовы з вами вели гаворку про тое, што вось адбыліся рэформы ў Польшы, адбыліся рэформы ў іншых еўрапейскіх краінах, і зараз палякі жывуць нашмат лепей, чым беларусы. У разы лепей, так? І па пенсіях, і па заробках. То я лічу, што вот гэтыя фінансавыя уліванні з расійскага боку ў Беларусь з'явіліся вот той прывязкай Беларусі да Крамля, якія прытармазілі поступ Беларусі ў Еўропу, якія прытармазілі развіццё Беларусі, рэформы Беларусі, развіццё эканомікі і прытармазілі рост узроўню жыцця насельніцтва Беларусі. Такая чисто расійска-медвежья услуга. Так, вот, это вот цалкам з вами згоден, що це медвежья паслуга, якая, як бы знешне, яна, може бути, виглядає, що ну, халяўскія гроші, але гэты халяўскія гроші на карысць для Беларусі, для беларускага народа не пошли. В интернете сейчас очень русскоязычное население и пророссийские посетители интернета сейчас брызжут слюной по поводу белорусских дней в детских садиках и белорусских дней в детских школах. Что такое случилось? Что такое случилось такого, что белорусы хотят хотя бы один день в неделю разговаривать по-белорусски? Мы что, у них разрешение должны спрашивать? Ну вот, якраз гэта пытанне ваше, яно як бы дапаўняе папярэдняе пытанне пра фінансавае ўліванне расійскага боку ў эканоміку Беларусі. Мы вам деньги даем по-белорусски, только не разговаривайте. Так. І гэта так само. Вы думаеце, чаму Лукашенко правёў рэферэндумы 95-96 года, дзе ён зруйнаваў і сімволіку, і канстытуцыю, і беларускую мову, і так далей. Вот менавіта по указцы Кремля. Референдум был сделан за деньги Кремля. За гроши Кремля и с таким посылом, что Александр Григорьевич, мы падтрымаем тебе финансово, але вот это питание ты повинен зрабіць вот так, як мы хочем. И мы атрымалі, что вот я ж памятаю добра, в 90-х годах развіццё беларускай мовы было ішло даволі інтэнсіўна, так? Культуры, тэлебачанне беларускае было. І тады амаль усё пачало сыпацца, рушыцца, но атрымалі то, што мы атрымалі. Для Магілёва мы маем такі 3 вучаніцы, якія вучацца ў беларускамоўнай класе. Это что? Для 380 тысяч. Хотите сказать, что в Могилеве на 300 тысяч населения 380 тысяч населения есть один класс белорусскомовный, где учатся 3 ученицы на белорусской мове. Это страшно. И вы уявите, як реагують адтуль з Кремля многие чиновники на то, что в Беларуси увёўся один беларускамоўны дзень у садках, один четверг. Яны уже на гэта реагуюць негативно. А вы почитаете, з якой образой яны выказываются в бок белорусской мовы. Уже сейчас даже один из деятелей, что это Беларусь не до страна, а Беларусь не до людей. Да? Так, в этом плане сразу вопрос. Вот лично я никогда не слышал, может быть, в последнее время я просто не смотрю телевизор,
Вы хоть раз слышали, лично я не слышал, чтобы президент разговаривал на белорусском, выступал по-белорусски. Ну, апошнія рази, калі яго чуў, калі ён прымаў прысягу. Прысягу прэзідэнта пасля прэзідэнцкай кампаніі 2015 года. Не, ну это не пример. І ўсё. Нет, это для меня это не пример. Пасля гэтага я больш не чуў, каб ён размаўляў на беларускай мове. А я чуў калі-нікалі беларускія словечкі. Не, ну тросянка это лучше уже вообще были, але ён гэтыя словы выкарыстоўвае, беларускія словы выкарыстоўвае для таго, каб абразіць беларускую мову або абразіць тых людзей, якія карыстаюцца беларускай мовай. Менавіта з такім кантэкстам ён выкарыстоўвае беларускую мову зараз.